Здравствуйте, на телеканале «Новый век», программа «Вызов 112», в студии Эльвира Фазлиева. И сегодня мы расскажем, как нетрезвый водитель «Лады» протаранил несколько машин. По факту гибели в огне 3 человек возбудили уголовное дело. На 9 открыли, они говорят, давайте выходить на улицу, а тут дыму, да все. Подробности страшного пожара. А также нож как аргумент в семейной ссоре. Это семейно же, есть же семейно же. Вы поругались? Да. Будет ли жена писать заявление на законного супруга? Это и не только. Прямо сейчас. Нетрезвый водитель «Лады» 12-й модели устроил крупную аварию на Сибирском тракте. Молодой человек на высокой скорости несколько раз протаранил Hyundai Solaris, в котором находились 2 маленьких детей. После чего иномарку по принципу домино отбросило еще на 2 впереди идущих транспортных средства. Сразу после аварии предполагаемый виновник начал вести себя вызывающе, ругался и кричал на остальных участников аварии. Свидетелем всему стала и Нафиса Минязова. Водитель «Лады» 12-й модели был явно не рад окружавшим его людям. Поведение молодого человека было неадекватным и явно бросалось в глаза его нетрезвое состояние. Чтобы подтвердить предположение, автоинспекторы вооружились алкотестером. Дуем. Все. Прибор показал почти 0,04 миллиграмма чистого алкоголя в литре выдыхаемого воздуха. Но окружающие, судя по поведению, парни заподозрили, что находится он в состоянии не только алкогольного опьянения. Однако приехавшие на место происшествия товарищи водителя «Лады» рассказали автоинспекторам, что молодой человек был кодирован от алкоголя, но сорвался. Поэтому вел себя неадекватно. Он сел за руль и уехал в неизвестном для них направлении. И спустя некоторое время узнали об аварии. Я в зеркало только успел увидеть, как летит машина. Как посмотрел, так и удар сильный. Для водителя иномарки удар был неожиданным. Он спокойно ехал со своей супругой и 2 маленькими детьми домой в сторону Казани, как вдруг почувствовал сразу 2 сильных толчка сзади. Затем его по принципу домино отбросило на впереди едущую «Ладу Калина», а последняя, в свою очередь, протаранила «Ладу Веста». Он поближе подъехал, и через минут, наверное, 10 он еще раз к нам въехал. То есть да, он 2 раза в нас въехал. Несмотря на то, что удар был сильным, люди, к счастью, в аварии не пострадали. Однако сильно напугались дети, находившиеся в салоне автомобиля Hyundai Solaris. 9-месячный и 3-летний ребенок еще долго не могли отойти от шокового состояния. Сейчас их родители намерены обратиться в больницу для дальнейшего обследования. Сам же водитель иномарки жаловался на боли в голове и шее, но к медикам он все же не стал обращаться. Волновало его совсем другое. От удара немножко не отошел, от удара заднего у меня вот это вот движение было. Скоро не вызывали, обращаться не будете? Наверное, нет. Сейчас детей самое главное отправить. Прибывшие на место происшествия родственники и друзья нетрезвого водителя на камеру комментировать что-либо не хотели. А ваш сын пьяным за руль сел, что ли? Сейчас нетрезвому водителю грозит штраф в размере 30 000 рублей и лишение права управлять автомобилем на срок до 2 лет. Нафиса Минязова, Азат Самигуллин, вызов 112. 4 автомобиля по принципу домино столкнулись этим утром на улице Техническая. По предварительной версии, авария произошла по вине водителя «Газели». Он протаранил «Ладу Приора», которую, в свою очередь, отбросила на автомобиль «Иш», из-за чего та по инерции ударила «Ладу» 13-й модели. Удар был такой силой, что одна из машин теперь не подлежит восстановлению. Подробнее в репортаже Алии Хайрудиновой. Остановились. По рассказам водителей, столкновение произошло в тот момент, когда все уже стояли на светофоре. Больше всего пострадала «Лада Приора», принявшая на себя основную силу удара. Автомобиль буквально лишился багажника, превратившись из седана в хэтчбэк. Пострадавших не было лишь из-за того, что в салоне легковушки не было пассажиров. Автоледи, управлявшая отечественным автомобилем, отделалась сильным испугом. Он резко тормозил, у него даже вот тормозной путь есть. Он резко тормозил и не смог на дороге удержаться и в меня. Потом я отлетела на Иш, а Иш отлетел на 13-й. Водитель «Газели» своей вины не отрицал и кратко объяснил свою версию произошедшего. Резко остановился. После оформления ДТП участники аварии поспешили освободить проезжую часть, но уехать своим ходом смогли не все. Восстанавливать «Ладу Приора», скорее всего, не имеет уже никакого смысла. Алия Хайрудинова, Айрат Назипов, Константин Бушуев, вызов 112.
Желание бесплатно выпить привело 25-летнего парня в отдел полиции. Накануне из магазина на улице Декабристов он пытался пронести мимо кассы бутылку спиртного. Однако продавцы заметили это и задержали мужчину. Затем на место происшествия прибыли группа быстрого реагирования охранного предприятия и полицейские. Последние доставили задержанного в отдел для дальнейшего разбирательства. Сейчас молодому человеку грозит штраф или административный арест сроком до 15 суток. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели 3 человек на пожаре. Трагедия произошла накануне около 4 часов утра в квартире двухэтажного дома по улице Мира. Вспыхнувший огонь унес жизни 2 взрослых и 1 годовалого малыша. Кроме того, в больницу госпитализировали еще 3 человек. Обо всем по порядку в репортаже Айрата Назипова. На 9 открыли, они говорят, выходите на улицу, а тут дым уже, все. Сообщение о пожаре поступило на единый номер вызова экстренных служб 112 в 4 часа утра, когда все жильцы уже спали. Дым, исходящий из 3-комнатной квартиры, заметили очевидцы. Они же и вызвали пожарных. А до их приезда им пришлось самостоятельно будить жильцов дома. К тому моменту весь подъезд был уже в дыму. Ладно, ребят, мы проходили, увидели. Мы тоже задохнулись бы. Ладно, они вот дверь открыли, давай бутить, дверь ломать. Вот не мать, а эту дочку вытащили, а мать-то нет, не успели. Мать и сын нет, они умерли. В момент пожара в доме находились 6 человек, из них 3 детей. По предварительной версии, проснувшаяся от запаха гари 33-летняя женщина велела детям прыгать из окна 2-го этажа, после чего последовала за ними. Остальные члены семьи выбраться из дома не смогли и задохнулись. Были обнаружены тела 62-летней хозяйки, ее сына и годовалой внучки с признаками отравления угарным газом, а также воздействия высокой температуры. Кроме того, в больницу госпитализирована дочь хозяйки, а также 2 ее несовершеннолетних внуков. По данному факту Следственным органом Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Причина пожара была ясна практически сразу. Как сообщили соседи, тому виной стал образ жизни погибшего мужчины. По предварительной информации, погибший мужчина нередко употреблял спиртные напитки и курил в комнате. Наиболее вероятной причиной пожара является неосторожное обращение с огнем при курении в состоянии алкогольного опьянения. Высока вероятность, что в ближайшее время пострадавших выпишут из больницы. Известно, что семья на учете в органах социальной защиты как многодетная и в органах внутренних дел как неблагополучная не состояла. Айрат Назипов, Константин Бушуев, вызов 112. Зарезал своего коллегу после новогоднего корпоратива. В Набережных Челнах по подозрению в убийстве полицейские задержали 32-летнего местного жителя. Как считает следствие, мужчины возвращались в состоянии алкогольного опьянения домой. Дойдя до поселка Зяб, между ними завязалась ссора, в ходе которой подозреваемый нанес коллеге-водителю смертельное ранение неустановленным предметом. Тогда пострадавший прошел несколько десятков метров и потерял сознание. Вероятный обидчик позвонил в медицинское учреждение и, представившись чужим именем, вызвал врачей, но спасти мужчину не успели. 35-летний житель Автограда с колото-резанным ранением шеи скончался в карете скорой помощи. По данному факту Следственным органом Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан в отношении него возбуждено уголовное дело по статье убийства. При этом причастность к совершению преступления мужчина признал в полном объеме. В настоящий момент следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Семейная ссора привела к поножовщине. Накануне в одном из домов по улице Лядова предположительно нетрезвый супруг ударил свою жену ножом. Все это происходило на глазах у малолетнего ребенка. К счастью, удар пришелся в ногу. Пострадавшее ранение оказалось легким, и до трагичного исхода дело не дошло. Что стало причиной конфликта, пыталась узнать Алина Мусина. Это семейно же, есть же семейно же. Вы поругались? Да, просто поругались и все. Мужчина в том, что произошло, не видел ничего серьезного. Рассказал, что это была обычная ссора между супругами, не заслуживающая внимания ни прессы, ни правоохранительных органов. Объясняя это, слова иногда не выбирал. И порой улыбался, махал рукой и передавал приветы. Рассказал, что за нож схватился не он, а его супруга. Женщина, по его словам, якобы начала оскорблять его и набросилась на него с клинком. Ему же пришлось просто обороняться. А зачем за нож схватились? Ну, я же сказал, что схватился, она же...
В результате потасовки женщина получила удар ножом в ногу, ранение, к счастью, было несерьезное. Дальше размахивать оружием мужчина не стал. Все это происходило на глазах у несовершеннолетнего ребенка. Для него позже вызвали психолога и сотрудников по делам несовершеннолетних. Ну а со взрослыми работали полицейские, следственно-оперативная группа и бригада скорой помощи. Пострадавшая от госпитализации отказалась, а вот ее супруга доставили в отдел полиции для разбирательства. Дальнейшая судьба мужчины уже будет зависеть от того, напишет ли его возлюбленное заявление с просьбой привлечь его к ответственности. Алина Мусина, Нафиса Минязова, Азат Самигуллин, вызов 112. Это все, о чем успели вам рассказать. В студии была Эльвира Фазлиева. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.